Правильно ли, что я родился свыше через Святого Духа? Многие люди думают, что рождение свыше – это взрыв горячих эмоций или нечто вроде драматического опыта, похожего на мистическое видение. Конечно, Бог иногда дает особые переживания, но Библия не представляет это как необходимое условие для нового рождения. Иисус сравнил новое рождение с ветром. Сам ветер не виден, но как можно понять, что ветер дует, глядя на колеблющиеся листья деревьев, так и возрождение – это невидимое действие Святого Духа, которое проявляется в виде изменений в жизни. Существует 4 изменения, которые проявляются у людей, родившихся от Святого Духа. Во-первых, это изменение взгляда на Иисуса. Сердце, которое раньше воспринимало Иисуса просто как великого человека в истории, меняется. Теперь Он разрешил мои грехи, признается как личный Спаситель и Господь, который ведет мою жизнь. Без помощи Святого Духа невозможно исповедовать Иисуса как Господа, поэтому само это исповедание является мощным свидетельством. Во-вторых, это изменение отношения к греху. Рождение свыше не означает состояние, в котором полностью не совершаются грехи. Просто отношение к греху меняется. Ранее беззаботно наслаждаясь грехом, теперь он вызывает у меня дискомфорт, вызывает чувство вины перед Богом и духовный конфликт. Суть в том, что у меня появилось желание бороться с грехом. Третье, возникает новое стремление к Богу, новое духовное желание. Библия, которая раньше казалась скучной, начинает вызывать интерес, и появляется желание применить эти слова в своей жизни. Хотя это может быть маленьким и незначительным, я хочу общаться с Богом через молитву, появление желания восхвалять является доказательством новой жизни. В-четвертых, меняется общий вектор жизни. Направление моей жизни, которое было сосредоточено на мне, постепенно смещается к Богу и ближнему. Я не становлюсь идеальным за одну ночь, но с течением времени я все больше хочу быть похожим на Господа, и в моем сердце растет желание спрашивать о воле Божьей. Более важным, чем скорость, является то, в каком направлении я иду сейчас. Как же можно обрести уверенность, которая не будет колебаться? Наши эмоции меняются постоянно, поэтому, полагаясь на эмоции, уверенность неизбежно будет колебаться. Уверенность в спасении не измеряется размером веры внутри меня, она возникает, когда я смотрю на объект веры – Иисуса Христа. Тот, кто слушает мои слова и верит в того, кто послал меня, имеет вечную жизнь. Обещание Господа, что я перенес вас из смерти в жизнь, не изменится. Когда приходит сомнение, вместо того, чтобы заглядывать в свои чувства, распространите вечную истину, обещание Божие, и читайте его вслух. Наше спасение зависит не от колеблющихся эмоций, а от обещания, уже выполненного на кресте.